эта шляпа, можно ее носить в нарядном виде. Этот Алонхо-Гуд сидит, что-то поет. На лошадь так ложится она вот на всю спину, вот так. А для тех, кто первый раз учится или очень путается, им очень просто. Вот такой способ у меня есть. Здравствуйте, дорогие зрители! Познакомьтесь, Светлана Михайловна Баишева, мастер Республики Саха-Якутия по плетению конским волосом. Очень приятно. Ага. Вот. Я уроженка Актемцы, села Актемцы, занимаюсь плетением конского волоса. Вообще, если рассказать о себе, я с детства занимаюсь и вязанием занимаюсь, вышиванием, бисером занималась. Вот, ну, чем могла, тем и занималась. Меня мама к этому приучила. Она мне приучила сидеть, долго заниматься и заканчивать свои работы, и смотреть на свои результаты работ. Поэтому я сейчас очень благодарна ей, что она мне к этому приучила. Она меня учила еще шить из меха, но это я уже не мое. Я больше всего прикладываю все усилия к конскому волосу. Конский волос для меня совсем очень родной. Я с детства маме помогала плести. Раньше у нас коровы были, она коров держала. У нее были коровы, и вот для коров она плела веревки, и она постоянно меня, то я ей это подай, то это подай, держала, придержи, говорит, и она все время что-то этими крестиками шила, плела, тоже тогда не плели. И вот это у меня осталось с детства совсем. И вот сейчас я тоже иногда это использую. Так, если рассказать о детстве, я вот занималась шитьем, вязанием и конским волосом. Но после окончания 8 класса мне мой брат сказал, что закрывается ГПТУ-8, там учат на парикмахера. Так я 8 класс бросила, после 8 класса, окончила, но бросила, и поступила в ГПТУ-8. Там я проучилась, все знания получила о волосе, как делать, как относиться, как стричь, как все делать. Я благодаря этому я сейчас это все использую. Ага, и вот очень рада, что я это так прошла. А так я по своей специальности долго не работала, а работы не было. В те времена, это было, знаете, в 1974 году было. Люди к этому постригаться, стричься, краситься часто совсем не приходили, как сейчас. И вот не было такого спроса в населении. Так что у нас не рентабельно было, поэтому закрыли. И вот я нашла работу в столовой совхоза Актемский. Поступила туда и работала до тех пор, пока не вышла на пенсию. Вот эта женская шляпа, она небольшого размера, у нее поля. Сейчас это такие носить практичнее. Это тоже сделанная работа из 8 прядей. Так, смотрим тут. Снутри плетение с 8 прядей. Идем по солнечному кругу, шьем, набираем форму и выходим на поля. А по солнечному кругу это как-то? Да, такой вот, ну, на любителя. Это какое-то правило, да? По солнечному кругу? Да, обязательно. Ага. Против шить это самое плохо получается. Так, вот еще шляпка детская. Украшение тут. Этот узор называется тангалай на якутском языке. Черным с белым скрещиванием. Это как все равно как и оберег черным с белым. Форма тоже другая чуть-чуть.
И тут я делаю эти самые, пришиваю, чтобы сильно не кололо детям. Ага, ну, взрослым тоже я шью так. И вот так самое главное, шью тут, у меня тут вот двойной слой идет, потому что, чтобы держал форму. Вот за счет этого он держит форму. Вот. Это шапка детская. Вот. И украшение такое пришивается. Так, следующая шляпа женская. Тоже таким способом шитана. Ага. Только форма чуть-чуть другая, размер тоже чуть-чуть большой. И поэтому, видите, все шире видно все. Ну, плетение другое. Плетение. Да? Нет, такое же плетение, да, из 8 прядей. У меня все работы из 8 прядей. Вот, Мы потом объясним да. зрителям, что такое. Эти цветочки я, розочки делаю тоже специально. У меня все шляпки с этими розочками идут. Тоже это я сама придумала, сама таким образом шью. И голова, наверное, очень хорошо дышит. Да, я вот об этом еще хотела сказать. Вот, это шляпы носят сейчас все люди, им нравится. Это как иглоукалывание. Вот она колется, она очень приятная. У кого даже вот давление, они постоянно носят. Сейчас у кого головные боли. Да, у кого головные боли, давление. Вот я такие для них, я вот шью вот такие тюбетейки. Да, тоже вот с этим орнаментом. Тангалай. Только тут не 8 прядей, оно чуть пошире, тут 12 прядей. Вот точно так же тут вот получается так же. Вот. И носят, и чтобы это самое кололась она. Ну, приятно. Люди привыкают постоянно носить. Да, даже дома носят. И голову не напекает. Да, и не напекает, да. И дышит, да? И смотрится хорошо. Смотрится хорошо, конечно. Эта шляпа, можно ее носить в нарядном виде. И к ней я вот тоже нарядное, нагрудное украшение сделала. Можно одевать и летом, и на нарядное платье можно носить. Ага. Тоже она вот так вся прошитая, вся очень это обделанная этой полоской, чтобы не кололась. Ну вот эта полоска еще помогает, когда вот летом-то, когда человек потеет же, да, она не скатывается. Волос-то он же может скатиться, она держит форму. Вот. Это моя первая работа. Первая моя шляпка. Я ее ношу, даже сейчас ношу иногда. Ну, к платью хорошему, к этому. Ага. Ну, это шляпа, наверное, износостойкая, да? Да, и она, если так смотреть, она очень тонкого качества. Ага, потому что у меня раньше, когда я начала шить, у меня материала мало было. Я брала по 7 штук. По 6, по 7 штук, и поэтому вот она такая узенькая, такая тонкая. Да, штук волос. Штук волос, ага. В одну прядь брала 6-7 штук. А сейчас сколько у вас уходит? А сейчас у меня выходит даже до 13 штук. Так. Мужские шляпки. Вот такие тоже есть. Ага. Ну, тоже на любителя. Она короткая, тоже с угнутым козырьком. Вот она такая вся. Можно носить ее повседневно. Мужская шляпа идет. Так, тоже мужская шляпа. Такие шляпы уже носят с костюмом с якутским, с камзолом. Или даже с якутским этим, рубашкой с якутской. Она очень хорошо смотрится. Я не делаю сильно большие поля, потому что если делаешь для мужчин такие большие поля, они получают, ну, смотрятся плохо, как грибочки они. Ага. Вот тоже все прошито тут. Ага, вот. Тут тоже, видите, вот тут полоска идет, двойная, чтобы форму держать. Обычно они как эти волны скручиваются, а тут вот она держит форму. Вот такая мужская шляпа. Так,
Дальше идет моя самая любимая шляпка. Это моя собственная, я ее ношу уже лет 10. Ух ты. Да, и она держит форму. Это конский волос. Вот смотрите, я даже вот сейчас ношу, пока снег не выпадет. И как снег растает, тоже ношу. Вот она такая у меня. Забавная, все удивляются. Я говорю, 10 лет ношу. Никто не верит. Вот такую таблеточку я нынче шила. Вот. Вот детки мои перышко прикрепили, ай, пускай. Вот. Тоже можно носить ее с нарядной одеждой, с платьем, с костюмом можно носить. Вот такая она всем очень хорошо идет. Ага, вот так. Снутри, вот. Ага, тоже все аккуратно. Все так прошито. Розочки тоже я сама делаю, вот. И вот красивая шляпка, комбинированная называется. Ага, тоже вот. Цвета разные. Да, цвета, вон, видите, начинается с этого, идет тоже по кругу, идет, тут сгустело и дальше идет обратно, светлый тон. Ага. Тоже розочки мои любимые. Угу. И вот опять. Вот вся она, эта вязка очень прочная, так что это она тоже будет служить долго. Десятки лет. Да. У меня сейчас вот они сделаны из конского волоса, скрученным, вот видите, черно с белым, тоже так скрученное изделие получается. У меня солома, да, это солома очень вешают на деревья. В комнате можно вешать. Когда вот церемонии тоже вешают. Вот я тоже тут придумала из конского волоса, такие делают. Обычно делают из этого с бересты. Но я сделала, потому что я занимаюсь конским волосом. У меня все из конского волоса. И пришивают обязательно, привязывают обязательно ленточки вот такие. Загадывают желание. И ленточку привязываешь. А это дейбир называется, маленький. Тоже украшение на солому. Ага. На машинке такие дейбир шьют. Угу. Как тоже, харасхал. да, как харасхал. Ага. Вот такого другого расцветки, другой расцветки. Вот. Так. Еще идут у меня вот тут эти вот такие сидушки идут. Тоже я тут сама фантазировала, разные тона подбирала. Ага, это называется олбох на якутском языке. Вот сзади она такая вся прошитая. Ага, она очень удобная. Я люблю на ней сидеть. Даже можно на пол положить и ходить по них, прямо топтать. Ага. Очень прочные. Да, они очень прочные, очень прошитые. Вот. Видите, это тоже другого мотива. Ага. Вот тут тоже такой, этот есть харасхал, тангала яю. Угу. Тоже вот, какой материал есть, такой и он и выходит. Вот такой. И сколько времени уходит, чтобы сшить? Вот времени я вот никогда не могу сказать, за какую работу столько времени я занимаюсь. Я этим ремеслом занимаюсь в свободное время. Вот такие есть повязочки на голову. Называются тымырдаи. Угу. Вот такого рисунка есть. Они же разные, разного значения. Угу. Так, идут у меня еще вот такие украшения женские идут. Вот такие. Ага, на шею. Можно с платьем, можно даже с футболкой носить. Угу. Так. Вот такой ободочек у меня есть, ультрамодный, тоже мои розочки. Ага. Ободок. Угу. И вот такая тоже можно носить с футболочкой. Это тоже он звенит, это харасхал тоже. Угу. Угу. Идут у меня еще вот такие браслетики. Браслетики на цепочках. Тоже вот так привязываешь и носишь. Летом тоже носить очень хорошо. С футболочкой, с блузкой. Вот такие делаю брелочки для ключей. Вот таких. Для квартиры можно и для машины. Угу.
Мне эти брелки очень нравятся. Мы однажды связку ключей потеряли и не могли найти. Она упала в траву, а мы не могли найти. А ключ-то упал, а брелок лежал на траве. Мы его и нашли. Потом у нас идут сумочки. В эту сумочку я ношу постоянно, и зимой, и летом. Она у меня, может, больше 10 лет служит мне. Ага. Она очень практичная. Ну, тут вещи мои лежат. Вот такие. Она очень широкая. Я, когда хожу в магазин, булку хлеба возьму, она у меня тут помещается. Угу. Очень удобная. Она очень легкая. И телефончик туда можно положить. Угу. Вот. Есть сумочка вот такая на плечо с длинной ручкой. Тут все прошито тоже. Да. Ну, крышка вот эта китайская, конечно. Я вообще в последнее время эти китайские не очень использую. Все стараюсь только вот эти вот пряжи вы как соединяете между собой? Ну, это плетение тоже начинается. Плетение тоже вот по этому. Угу. Вот так начинается у меня. Вот из такой тонкой плетеной полоски у меня получаются изделия. Вот тут можно на темном. Вот здесь. Угу. Вот. Это плетение из 8 прядей. Вот это вот называется да, с 8 прядей. Да. Тут 8. Да, 8 прядей. 8 прядей. А сколько? А тут у меня в этом плетении у меня по 5 штук. Поэтому она чуть-чуть уже. А тут, видите, она чуть-чуть шире, даже почти 2 раза. Тут по 9. Подожди, не вижу. Угу. Вот это шире, да? Вот это шире в сумочке, которые. Ага. Да. Вот такую. Мы потом покажем, как. Да, как потом обязательно покажем. Это тоже сумочка. Я вот внучке сделала, чтобы она таскала, мягкую взяла материю. И тоже вот этот сделала, плетение. И тоже такой оберег сделала. И она носит, таскает она. Телефончик ложит и побежит. Ага. Мужской пояс. Плела я, когда-то делала, шила. Ага. Тоже одевают не на блузку, не якутскую рубашку, а через кобзон. Ага. Очень хорошо держит. И у него за счет того, что он колется, эти иглы есть, он держит, никогда не спадает. Вот моя первая работа. Это моя первая работа. Вот с этой шляпкой я носила, это линкевер называется. Раньше никто такое не делал, но я сама придумала. Может, неправильно, что. А так носила. Еще я носила ее с этими такими железками, вот такими. Пришивала сюда. Вот тут одну большую, тут несколько пришивала. Потом сказали, железки убрать, я убрала. Так лучше, да? Натурально говорят. Так, еще вот такое есть тоже линкевер у меня. Тоже моя фантазия. Ага, вот такое. Вот такое плетение тоже совсем другое. Вот. Вот. Заказывают такие. А у вас много заказывают? Заказов вот столько было. Много было. Вот такое. Это тоже оберег. Это я такие делаю в подарки, дарю, или кому-нибудь именно, или кто-нибудь если родился, обязательно с детства, чтобы у него был оберег. И они вешают над кроваткой или где-нибудь. Тоже первая работа вот после этой маленькой вот этой линкевер, и вон сзади тоже, и спереди тоже. Это я на всех в 2014 году Олонхо было в ортодойду, там шила. Вот такой еще большой есть харасхал у меня. Тоже это моя фантазия, я придумала. Харасхал 5
Без харах называется. Ну, я 3 сделала, значит, усиленной. Для нашей семьи это у нас харасхал идет. Без харах. Ага, без харасхал. Вот плела раньше я вот такие дербирчики, вот такие вот, видите, я вам рассказывала же, ручки из таких веревок, коровам веревки делали. Вот. Это плетение у меня совсем с детства осталось. Я умею даже до сих пор. Это мышко, это я мужу делала. Она очень тяжелая, из конского волоса. Дейбир, он тяжелый бывает. А ручку эту я сама делала, мастерила, когда время было. Ага, ножом все выковаривала. Ничего. А потом шкуркой только и все. Нож и шкурка. Ну, знаете, как хорошо с деревом копаться. Запах такой. Эти самые вообще интересно. А вот Словами. изделие-то вы все из конского хвоста делаете или грива тоже? Нет, это гонский волос. Конский Ага. волос. То есть хвоста. Да, из хвоста. А вот изделия, шапки, головные уборы. Шапки все тоже из конского волоса. Ну, какой имеется часть? Грива и... Нет, это задняя часть. Это хвост называется. Хвост. С конского хвоста, вот я говорю же. А вот, например, есть у меня вот дейбир с ручкой, на плечи можно одевать. Ага, с длинной ручкой. И вот этот дейбир, он очень легкий. Он сделан из гривы, Ну, да, вот да, из шеи, вот, поэтому я вот показываю вам. Она очень легкая, ага, ее таскать, она вот, видите, хоть как летает, а волос конский грубый, он так не полетит. Ручка готовая. И украшение тоже такой мех. Вот. Он мягкий-мягкий. Я гривой ничего не шью. Просто вот на дейбир использую. Потому что он, вот шляпу из нее шить, он развалится весь. Мягкий очень. Форму не держит. Форму не держит, да. Эта шляпка, вон, она женская, она для молодежи, она любой формы придерживается тоже. Носит ее свободно. Она, видите, вот вся орнаменты всякие. Идет панно. Идет панно Аланхогут. Ага, это на якутскую тему. Этот Аланхогут сидит, что-то поет, Олонколур. И он, эта женщина так слушает внимательно. И это самое, я это изобразила в своей работе. Это панно где-нибудь участвовало? Это панно, конечно, участвовало. Расскажи. Ой, я так сейчас не могу сказать. Обычно, когда мои работы берут, я не только одну работу даю, а несколько. Поэтому я определенно не могу сказать. Ну вот в прошлом году, например, в этом доме Арчи день Алонхо. Я специально его возила. Ага. Это тоже все из конского волоса. А сколько времени ушло? Это времени ушло, ой, я даже не могу сказать. Ее можно вот так повесить. Еще это снизу как будто земля. У меня вообще-то должно вот так, она должна, как аура, должна сверху светлая быть. Но я ее не закончила, так она у меня и таскается. Так, ее можно вот так в трубочку свернуть, ничего страшного. Вот так в трубочку сворачиваю, я ее хоть куда таскаю. Так как я занимаюсь конским волосом, я вот в каком-то, сейчас посмотрю, в каком-то 19-м году сделала вот такую работу. Дегегей. Лошадку изобразила. У меня лошади нет, поэтому я так придумала. Ну, как типа рамку сделала сама тоже. Она вот так у меня висит. Тоже на выставках бывает. Да, объем работы очень большой уже. Да. Вижу. Ага. В 2022 в прошлом году я закончила шить вот эту большую работу.
Эта работа у меня была. Я над ней работала почти год. Мгм. Сама одна шью, поэтому для меня очень медленно все это. Вот называются с двух сторон это качим. Это они под сиденье привязывают. Ага. А вот ляпсе, который вот наверху в середине, по центру, это ложится на сиденье. И вот такие, я специально бока такие пышные сделала, чтобы они, когда на сиденье ложишь, не спускались вот так по бокам. А сверху вот тут эти самые тоже пангалаю вот снизу, которые, они все направлены вверх, потому что все светлое растение тоже растет все вверх же, да? Вот оно тоже так направлено вверх, а там, видите, полоски идут светлые, а потом наверху там опять хараскал. Это они сопутствуют ему дорогу вверх, вперед и охраняют его, оберегают. Ага. Вот, ага. И вот сам чапарак, тоже они должны соответствовать по рисунку, но я тут немножко добавила, чтобы было красочней. И вот получилась у меня такая работа. Ага, вот. Все это из конского? Да, все это из конского волоса. Вот эти вот даже узоры, да, вот эти все украшения, все эти, все из волоса. Вот эти вышивку я тут приняла, которую я раньше вышивала. Ну, умела шить. А так, если шить, конский волос на волос ложить очень трудно. Он скользит же волос. Поэтому пришивать очень трудно. Ну, приловчилась, он сделала, пришила. А это к комплекту идет беремедей. С двух сторон. Это одевает сумочка, беремедей называется. Она вот так, переметная сумочка, она тут открывается. Вот. Сюда складываешь, да, с двух сторон всякие вещи складываете. И с этой стороны точно так же она открывается свободно. И тоже она очень вместительная. Тоже проделана и прошита точно таким же образом. Ну вот. На лошадь так ложится она вот на всю спину вот так. Ага. Я тут специально конским волосом не сделала, чтобы не кололась. Прошила кожей. Ага, замша. Ага, прошитая. Вот. И ее так возить удобнее с этой. Ага. Красота. Да. И вот про этот рисунок я хочу рассказать. Я как к этому пришла. Я вот вначале, когда научилась 8 прядей плести, у меня материала не было. Я вот сшила первую шляпку, первую вот Илинка Вигес сшила, и потом мне этого все мало показалось. И я перешла на хвост жеребенка. Это, видите, совсем другой материал. Это хвост жеребенка. Он такой мягкий. Он такой, да, податливый, но он очень короткий. Если с этим сравнить, да, это очень короткий, он такой. Как шелковый материал, с ним можно хоть что сделать. Да. Такой. И вот я однажды как начала, вначале после шапки и этого я подумала, что-то еще надо сделать. И я начала вот это делать, плести и шить. В это время, когда я начала это шить, ко мне пришла моя подруга и говорит: ты что делаешь? Я говорю, хочу лошади из его же материала, чтобы он лошадь сам себя украсил. Хочу сделать чапарах. Она посмотрела и посмеялась и говорит: ты что, говорит, ты лошадь не знаешь, что ли? Она же большая. А это у тебя не чапарак, это у тебя, говорит, как чем будет. Потом я схватилась за голову и подумала, как это на лошадь, тогда я не смогу шить такую большую. Столько материалов надо, столько шить надо. И потом все-таки я решилась, но я это держу себя. И вот моя работа все равно пригодилась. Ага, но это для меня первый чапарак. И получился качим, да? Да, и качим получился. Ага. Вот. После этого я училась на лоскутные. Я начала шить. Я же не знала, как шить. И вот эти лоскутные, эти
после чего, как, последовательность всех этих. Я научилась на этом лоскутном, и все вот здесь эти вот воспринимала. И Белые все. вот чем крепите? Это основном? тоже плетение из 8 прядей. А прошиваем тоже, Да, это крепите именно. конским волосом прошитая. Конским волосом? Да, и тут я же не знала, что такое мононить. Тут у меня все конский волос. Мононить? Да, мононить это нитка, которая сейчас показывают. Вот такая она. Вот такая она себя. Сейчас покажу. Вот такая она тоненькая. Вот такая. Она не как обычная нить, да? Да, она не рвется. Она очень прочная. И вот она как похожа на волос. на... Похоже. И вот сейчас вот как бы крепите Да, между и вот собой. потом я ее держу несколько слоев, 3-4 вот так обязательно, потому что, чтобы она держала форму. И вот эти шляпки я вот сейчас шью мононитью. Ага. А шью я не просто как одежду, а шью, беру одну эту самую протыкаю, потом следующую иду вперед, а вторую уже как вот на лоскутном шьешь, идешь обратно, потом туда, потом обратно. крестиком, И, да, крестиком, и оно очень прочное. Ой, она прочная, и вот она у меня вот никогда не распадется, она очень катанах. Видно или нет, но вот здесь вот есть вот тогда соединение между Соединение, вот они, прядями. да, оно вот я тяну, она все равно не Ну, прочная тоже. прочная, да. Это хорошая нить. Здорово. Ага. А конским волосом так нельзя прошить, потому что конский волос шьет только прямо. И он Ломки. потом он Ломки, да? может вот так, когда вот так, я раньше шляпы шила же, они потом вот так качаются, ходят. Ходят. А вот эта прядь, которая вот эта одна за другим, они вот шатаются. Ну, конским... Но вот это вот вы прошили именно конским волосом. Да, вот эти я шила конским волосом. Да. Ну, крепление именно. И крепление Да, тоже. да, Да. О, Все волосом конским. Так, это у меня идут веревочки. У меня, так как у меня полный комплект из конского волоса, я вот веревочки тоже сплела. И эти веревки. лямки. Да, лямочки я сплела вот специально вот для... А это надевают на лошадь, на седло. И вот она длинная. Ее привязывают к столбу. Вот где Сергей есть, ага, привязывают, и она вот так стоит привязанная. Это для этого веревочка. Так, дальше идет у меня, вот это идет у меня это, нагрудное украшение, называется, вот так для лошади, на грудь шьют. Ага, вот такая она тоже цепляется на сиденье. Вот так и идет на грудь. Раньше в сказках было же такие лошадей, эти самые были вот такие. Так, покажите-ка. О, Все плетение. Очень прочные. Очень прочные. Еще в прошлом году на Исыхе, столетию СССР, всех лошадей, 100 лошадей в стадион пустили. Это самое гурьбой, они все поскакали. И там тоже участвовала. Вся эта лошадь участвовала вся в этой упряжке. Вот. А это для седла. Специально седла идет, тоже длинная, обхватывает весь живот лошади и привязывается снизу. Вот. Тоже все прошитое, очень хорошо. Вот. Ага, она очень тяжелая, эта штучка. Тоже 8 прядей сшитая. Вот. А это идет у меня тоже такое украшение требуется, но это украшение обычно шьют из медвежьего меха. Но я считаю, про себя так думаю, что конский волос тоже оберегает, и сделала из конского волоса. Вот так вот этот самый под уздечку привязывают.
А это оберег, чтобы Да, чтоб прочищал дорогу. спереди, чтоб шла и дорогу так все Да, расчищала она. А вот сама уздечка. Она тоже вот такая сама. Это идет у нас вот так. Вот так. Это ей в рот идет. Мгм. Потом сразу сюда на носик. А это на лобик. А это на затылок идет. А это уже под этим бысыгарным. Ага, идет. Но она тоже была полностью надета на лошадь. Тут Ага. это. И вот ею вот так управляют. Это вожжи. Да. Да, вот эти. Но она тоже очень плотно сделана, сшита, сплетена. Вот. Готовая уздечка. Это весь комплект конский снаряжений. Ну вот как мы обещали, сейчас Светлана Михайловна покажет, как она плетет. Вот это вот у нас 8, как вы сказали? Так, 8 прядей у меня. 8 Вот прядей. начинаю. Так. Вот тут вам видно, наверное, вот 8. Тут с этой стороны 4. И вот с этой стороны 4 тоже. А вот почему называется 8 Да, прядей. 8 прядей. А Берем. вот в одной пряжи сколько волос? Вот тут у меня по 5 штук. По 5 штук. Да. Вот я крайнюю беру, на 2 сложу. Так, все. Эта сторона, с этой стороны остается 3. А с этой стороны получается 5. Так, крайнюю беру, на 2 складываю. Берем крайнюю, на 2 перекладываем и следующую сверху ложим. Теперь с правой стороны у нас 5 прядей. Берем крайнюю, идем опять через 2 и снизу берем 2 с левой стороны и на эту прядь ложим. Получилось 4. Так, дальше опять идем крайнюю берем, на 2 ложим и самую последнюю сверху ложим. Вот. Теперь у нас тут осталось 3 пряди, а с этой стороны 5. Вот видно же, да? Берем опять крайнюю, на 2 ложим, а следующую сверху, а следующую снизу. Вот. Чередуем. То есть 5 уходит туда? Да. То есть вот эти вот Осталось 3. тут 4 пряди. Вот. Берем опять крайнюю, ставим на 2 и сверху последнюю. Тут 3 осталось. Вот. Видно же. А тут теперь 5. Видно, да? 5 штук. Вот. Потом со временем это мы провязываем, проплетем. Тут некоторые вот уже становятся. Сюда я добавляю следующую прядь. Но я еще не подготовила, поэтому дальше иду. Вот сюда добавляем одну прядь и дальше идем. Через 2 и 2 сверху ложим. Так. Теперь опять крайнюю берем. Через 2. Через 2 и вот 2 эту сверху. 5. Нет, одна уже. Одна? Тут 3 же осталось сейчас. Так, а теперь тут. Опять крайнюю берем, на 2 ставим. Следующую сверху, следующую снизу. Опять вот так на 2. Третью ставлю и 4 снизу. Так, опять беру крайнюю, на 2 сложу и сверху это переношу. Все. Вот, видишь, если не добавляете, она уже становится уже. Поэтому я вот пока это плету, я это контролирую. Это по ходу все получается. Ага, вот когда начнете плести, вы уже в этом убедитесь. Вот. Сверху беру, и крайнюю беру, на 2 ставлю, и последнюю сверху. Вот так. Аккуратно получается. Вот так. Но надо все время руки мочить, чтобы волос ну они же пушистые становятся, чтобы они были послушными. Вот так, 3 туда, 4 вниз. Я постоянно руки мочу,
А для тех, кто первый раз учится или очень путается, им очень просто. Вот такой способ у меня есть. На 2 ставлю, 2 перекидываю туда по одному разу. Теперь иду сразу сюда, на эту сторону. Тоже на 2 ставлю и 1 перекидываю. Все. Тут 4, тут 4. Это очень упрощенный. Ага. Вот тоже на 2 ставлю, 2 перекидываю. Ага. А тут тоже на 2 ставлю, 1 перекидываю. Вот. Это очень простой. Это может даже ребенок сделать. Но в результате получается все равно это же вязка. Вот так. Вот. На 2 ставлю, а 2 сверху перекидываю. Тут тоже на 2 ставлю, а вот эту с крайнюю тоже так перекидываю. Все. Это так подумать одно и то же. Но только когда вот такие большие работы плетешь, по 2 побыстрее, конечно, по 2 брать. Но кто путается, могут так плести. То есть это получается медленнее будет? Это будет медленнее, да. А результат один и тот же. И надо вот, когда плетете, чтобы она постоянно была прямая, вот эта ленточка, которую плетем, ага, не скручивалась. А бывает так, что вот так потянешь, она скручивается, да. Вот тут потянешь, она тоже скручивается, вот. Но надо, чтобы она была постоянно вот такая, прямая. Тогда вот работы будут качественные. Даже хоть 1 потянешь, она все равно вся меняется сразу. Но это волос. Он же грубый, поэтому так. И обязательно в перерыве, когда вот встаешь или что-нибудь делаешь, закрываю прищепкой. Все. Светлана Михайловна, спасибо вам за интересный рассказ. Очень хорошие работы у вас. Да. Очень интересно. Всем пока. Спасибо вам. Может, кто поинтересуется, может, кому-нибудь понравилось, может, потом начнут тоже работать. Желаю вам всем удачи. До свидания. Пока-пока.